Открывая совещание, генеральный директор компании Сергей Иванов доложил о рекордных продажах, удвоении дивидендных платежей, существенном росте налоговых отчислений, а также планируемом в следующем году увеличении социальных и экологических инвестиций. Могу сразу сказать, что год выдался крайне успешным для компании, несмотря на массу сложностей, которые были связаны с тем, что ряд активов запускался после простоя в прошлом году, были и определенные сложности в связи с рядом ограничений из-за ковида, которые, к счастью, не сказались никак на операционных результатах компании. Так, в уходящем году значительно вырос спрос на алмазно-бриллиантовую продукцию. Воспользовавшись благоприятной рыночной ситуацией, компания может реализовать по итогам года рекордный объем своей продукции – почти в 46 миллионов карат. Как ожидается, к концу года будет добыто примерно более 30 миллионов карат алмазов, а это на 8% больше, чем годом ранее. Сейчас бюджет компании сформирован все-таки с повышенным ориентиром по добыче. Это 34-35 миллионов карат. Посмотрим, есть факторы, которые настораживают. Это и те изменения климата, которые мы видим, а погода, вы знаете, что влияет на наши операции, особенно в части работы карьеры юбилейной по рискам загазованности. Мы летом из-за задымления некоторые активы приостанавливались. Несмотря на это, в нынешнем году Алроса вдвое увеличила объем выплаченных дивидендов в бюджет республики. Это почти 50 миллиардов рублей. Из них в бюджеты 8 улусов, являющихся акционерами компании, поступили около 11 миллиардов, что также является максимальным показателем за всю историю компании и в 2 раза превышает объем дивидендных выплат в 2020 году. Таким образом, в текущем году в бюджет каждого из улусов только в виде дивидендов от Алроса поступили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. И мы видим, что экономика Якутии, не только Алроса хорошо сработала, хорошо сработали и другие предприятия. Все это позволяет с уверенностью смотреть на горизонт следующих лет. Сегодня обсуждали подходы к бюджету компании, к инвестпрограмме компании. Инвестиционная программа вырастет существенно на десятки процентов. Это и строительство инфраструктуры, и ввод алмазодобывающих объектов, горно-капитальные работы на наших месторождениях. Все это позволит и создавать, продолжать рабочие места. В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в ближайшее время в рамках этого сотрудничества будет реализовано еще ряд проектов. Мы сейчас понимаем, какие средства будут поступать в бюджет Фонда будущих поколений, и которые как раз будут направлены на реализацию, в первую очередь, социальных проектов, связанных со строительством социальных объектов на территории Якутии, поддержкой молодых, юных талантов. И благодаря этому как раз вот сегодня достаточно такая активная работа идет. Общие налоговые выплаты в концу года, по прогнозам экспертов компании, приблизятся к отметке в 70 миллиардов рублей, из которых более 50 миллиардов также поступят в республику. Напомним, в этом году Алроса и Якутия заключили новый договор о социально-экономическом сотрудничестве сроком на 5 лет. За этот период Алроса направит почти 4 миллиарда рублей на развитие образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, науки, охрану окружающей среды и благоустройства территорий. В нынешнем году на эти цели было выделено 700 миллионов, а в 2020 году уже 800 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск.